Артамонов Илья Николаевич. Мы находимся сейчас в помещении Музея археологического дерева Свияжска. Находимся потому, что сегодня у меня два праздника. Открытие выставки в выставочном зале водонапорной башни моих личных, персональных, живописных и проектных работ. И подходит уже двухлетняя годовщина, если можно так сказать, открытия Музея археологического дерева, где я с моим коллегой Александром Петровичем Люхиным являемся авторами художественного проекта оформления этой экспозиции. Также мы осуществляли авторское руководство над созданием этого музея, художественное авторское руководство. И находиться в этих стенах мне особенно приятно, зная, что 2 года музей уже успешно существует, очень много хороших, теплых отзывов об экспозиции этого музея. Все, слава богу, работает и в том режиме, как это задумывалось с самого начала в нашем художественном проекте. Этот проект я тоже демонстрирую в выставочном зале, он частично у меня показан будет в видеофильмах, на фотографиях. Кроме этого, на выставке у меня представлены много моих живописных работ авторских, и я там же рассказываю о других моих объектах, которые я делал в сотрудничестве с разными художниками, среди которых и Люхин Александр Петрович, и мой папа, который тоже был художником, мы долгие годы вместе с ним сотрудничали. Вот. Ну и всех приглашаю, естественно, посетить музей археологического дерева на острове Свияжск, посмотреть наш труд, нашу работу и работу многих-многих художников, специалистов и, естественно, работу специалистов-археологов, которые стояли во главе создания этого музея. И все это было создано благодаря деятельности Фонда Возрождения. И, конечно, мне будет приятно, если вы посетите и мою выставку моих работ, которая будет продолжаться до 5 декабря 2020 года. Спасибо. Со слоя материкового слоя, со слоя освоения Свияжска, мы здесь же начинаем рассказывать, что такое дендрохронология и какой может идти отчет времени. Нами был придуман с коллегами такой экспонат, говорящий спил, который дальше давал понимание
по тому, как можно определять время любого ствола, любого древесного останка. А здесь можно дотронуться до любого кольца и услышать 20 самых интересных и значимых событий о Свияжске. Затем мы показываем, каким образом, сопоставляя вот эти годовые кольца, являющиеся уникальными для каждого региона, потому что климатическая ситуация в каждом регионе, она уникальна, и, соответственно, эти кольца, по этим кольцам можно прочитать историю любого дерева. Сопоставляя вот эти годовые кольца с помощью спилов ли, с помощью кернов, это модель керна, которая тоже дает представление, каким образом ее можно сложить и понять, как разные стволы располагаются во времени. Конечно, должны быть экспонаты-маркеры для этого сделаны, для этой территории дендрологи, для каждой территории разрабатывают вообще свой график дендрохронологический. И зная это, можно уже определить возраст любого бревна, найденного в раскопе. Кроме этого, существуют методы определения времени. Это по объектам найденным. Если есть объекты, которые уже мы понимаем, керамика к какому времени относится, и это доказано, нахождение в раскопе позволяет нам уточнить возраст этого слоя. Также определяют и по нумизматике. То есть методов много. И вот когда вот эти все методы дают один результат, мы понимаем, что мы действительно в том времени, о котором идет речь. Кроме этого, вот весь этот прогон, он начинается со времени. Время переходит в типологию построек, потому что для каждого времени свои постройки в узлах в деревянном строительстве. Это так называемое соединение вабло. Причем и это соединение вабло, но это более древнее. И это уже доказано тоже предыдущими археологическими исследованиями в разных регионах. Поэтому, находя соединение такого типа, мы уже понимаем, к какому времени это можно отнести. А разница между ними очень простая. Если здесь мы видим, желоб идет, выбирается наверху, и поэтому влага не скапливается в сочленении, да, то здесь желоб внизу. Да, и влага может попасть, и процесс гниения начинается. И поэтому люди, которые занимались строительством, они через какое-то время отказались от этого способа соединения узлов и пришли вот к данному способу. Вообще способов соединения в бревенчатых конструкциях очень много, и там мы увидим разные способы для теплых зданий, для холодных зданий, потому что везде есть своя специфика. Это посвящена дендрохронологии, где мы видим инструмент, в котором выбирается керн. Мы видим оригиналы кернов. На самом деле они не такие, как в модели, а они намного меньше и тоньше. И также на эту шкалу времени мы показали типологию керамических объектов и подобрали нумизматический ряд. И тот, кто интересуется, он может посмотреть, что примерно в это время чеканилось, что в это время лепилось из керамики, и возникает какое-то ощущение времени, эпохи, и можно в дальнейшем узнавать какие-то вещи, понимая, к чему они относятся. Несколько экспонатов из самого нижнего слоя, забор, тесина пола. Почему мы здесь их показали? Потому что издалека мы в раскопе не видим поверхность, мы видим общее состояние. И несколько вещей мы показываем в витрине для большего понимания. По этому ряду идет технология, как с деревом работалось. Не было инструментов, были клинья, были колотушки, но тем не менее деревянное строительство развивалось и очень успешно. В витринах сопровождаются объекты из раскопа, которые демонстрируют нам, здесь мы видим принцип строительства, и тут же мы получаем подтверждение в экспонатурном ряде, что да, действительно эти вещи, вот они найдены, они оригинальные. Мне было очень любопытно самому узнать, каким образом устраивались кровли. Не было ни металла, не было ни шифера, все делалось из бревна. И вот эта конструкция, она демонстрирует стопроцентную функциональность перекрытия. Во-первых, крыша тяжелая, ее ветром не сдует.
Во-вторых, вот этот замок, который возникает, не дает возможности проникания влаги под кровлю. И все делается из бревна. То есть бревно – это уникальный материал. Он им являлся. Сейчас, к сожалению, очень много эрзац-материалов. На самом деле был отработан, ну, по-моему, идеальный деревянный конструктор для строительства жилья в свое время. Вот. Мы от этого сейчас уходим в нашу эпоху. Показан инструментарий. Инструмент этот не оригинальный, это копии, но копии выполнены по тем объектам, которые находились в раскопе. Это плотничий набор, в котором все строительство и шло. Оригинальные вещи мы можем видеть в витрине. Причем хочу сказать, что то, что мы видим в витрине, это все вот из этого раскопа. Нет ничего принесенного со стороны. Поэтому мы можем сказать, что люди, которые жили здесь, они занимались всем, владели всеми ремеслами, начиная от строительства домов, заканчивая ювелирным делом. Этому дают подтверждение все находки, найденные в раскопе. Деревянное строительство развивалось, и в принципе, как вершина деревянного строительства в Свияжске, являются модели, мы показываем модели Троицкой башни, Троицкой церкви. Причем в двух ее ипостасях. Это более ранняя реконструкция. Деревянные строения, они горят, и поэтому церкви иногда перестраивают в силу просто того, что они утрачиваются. Поэтому эта реконструкция, по-моему, я сейчас уже не помню, надо посмотреть, на первую половину 17 века, а эта реконструкция, по-моему, на вторую половину 17 века. Вот она стала больше, и в ней прослеживаются все вершины технологии строительства из дерева и из бревна. Вот. Мы можем увидеть ее на острове вживую. Она сейчас реконструирована, там стоит. И очень похожа на то, что мы видим здесь. Также в экспозиции называемое судовое окно и волоконное окно. Из названия как раз конструктивный принцип и назначение нам становится понятно. Ледяное окно, не было стекла, из кусочков слюды все собиралось, делалось. И отсюда возникали такие потрясающие по своей простоте, элегантности витражи в окнах. Волоконное окно это чисто использовалось для того, чтобы проветривать помещение. Конструкция элементарная, простая. Вот. И вот эти волоконные окна мы можем увидеть сейчас в Троицкой церкви, если вы туда зайдете, они там есть. Самая основная и большая задача для исследователей, для реставраторов – это реставрация органики. Поэтому вот мы посвятили целый витринный ряд, где показана тема реставрации. В каждой витрине показан свой тип органического материала и этапы, стадийность работы с материалом. Хочу обратить внимание на уникальный экспонат, так называемое одеяло, как его зовут между собой специалисты. Вот. Этот целиковый экспонат, он был найден в раскопе. Конечно, реставраторы поработали, чтобы это все привести в порядок. Что интересно, что это нам дает? Мы видим ширину ткацкого полотна. То есть мы понимаем, что вот этот колось вот такими полотнами, потом сшивалось. Этим люди занимались у себя в домах. То есть они были полностью на самообеспечении. Сделали все, что им необходимо. Отсюда открывается вид на весь раскоп. А раскоп на самом деле был больше, потому что, чтобы построить это здание, естественно, надо было откопать намного большую площадь. И вот то, что было откопано по периметру под строительство, все это хранится в помещении фонда хранилища. Большое помещение фонда хранилища, мы видим только небольшую часть за стеклом. Там очень много объектов, которые еще находятся в перспективе своего изучения. По поводу раскопа, какая была задача? Когда вскрылся грунт, было обнаружено, что все бревна лежали друг на друге сплошным пирогом, потому что в течение времени земля все это придавила хорошо.
И задача была именно дендрохронологов разобрать все это по временным слоям. Обнаружено было 4 строительных горизонта. Нам в экспозиции необходимо было показать эти 4 горизонта каким-то образом. Поэтому было много всяких решений, и в итоге мы пришли к данному решению, где на нижней террасе, которую мы там видим, она далеко от нас, и мы видим по цвету земли. Это не земля, естественно. Это с помощью наших великолепных художников-декораторов было воссоздано по съемкам археологов, был воссоздан раскоп. Но мы видим, что там серый цвет. Почему? Это цвет материка. Это самый нижний слой освоения Свияжска. Там мы видим и частично пни, к которым мы подойдем, мы видим ближе, которые не все выкорчевывались, а использовались как опорные конструкции для строительства домов. Это следующий строительный горизонт. Мы видим уже цвет земли другой. Это уже цвет культурного слоя, который набит органикой. И третий строительный горизонт у нас висит в воздухе. Нам было необходимо их развести в экспозиции друг от друга для того, чтобы можно было проследить, во-первых, преемственность построек, преемственность усадебной застройки, границы участков. Все это преемственно, то есть не перекраивалось ничего. Вот как из поколения в поколение семья жила, вот она так и передавала все. Просто на границах этого участка немножко двигались дома. Почему двигались? Иногда они сгорали, иногда они сгнивали, приходили в негодность, но люди жили на одном и том же месте. А часть раскопа мы закрыли землей, чтобы был эффект присутствия, мы могли пройти как бы по этой земле. Игра «Стань Свияжском» тоже ориентирована больше на молодую аудиторию. Ее смысл в том, что, выбирая любой участок, делая фотографию себя, можно было на какое-то время стать свияжским жителем и появиться на финальном экране в вестибюле в приветственном махании рукой персонажем. Если тот проход у нас был посвящен истории деревянного строительства, деревянных конструкций, то этот проход витринный посвящен людям Свияжска и нашей попытке рассказать об этих людях, об их занятиях, об их жизни, начиная с витрины с игрушками. У нас жизнь начинается с детства, поэтому мы решили первая витрина посвящена игрушкам, чтобы посмотреть, чем были заняты дети того времени. У них те же самые лодочки, те же самые коняшки, те же самые свистульки, лапта, которая, к сожалению, сейчас у нас ушла и забыта. Вот, деревянные мечи, лыжи и так далее. То есть всем знакомые вещи. Следующая витрина посвящена убранству дома. Здесь собраны все предметы, которые имеют отношение к убранству дома, и они примерно расположены в том пространстве, где они были. Потолочные балки, они наверху с элементом курицы, крепления крыши. Здесь у нас штакетник. Мы внизу видим такую обугленную тесину пола, циновки, фрагменты печи, 2 кирпича из разцы, слюдяное окно, замки. То есть мы как бы видим, вот у нас воссоздается образ дома в целом. Естественно, в доме был свой обиход, свой быт. Эта витрина посвящена как раз тому, что окружало людей, чем они занимались. Обратите внимание вот на правую часть витрины, на ее верхнюю часть. Великолепные косметические наборы. Всякие щипчики, КПУшки, пудреницы, умывальники, гребешки. То есть проблема оставаться красивой существовала еще в то время. У кого-то да, у кого-то нет. Люди были военные, потому что первые жители Свияжска это были те, кто пришел сюда с войском. Это говорит нам коллекция наконечников стрел. Мы видим, что среди всей коллекции только лишь один охотничий наконечник, остальные все наконечники от боевых стрел. Сами лили пули, есть 2 типа ружья. Так как мы нашли кремнии для кремниевого ружья, и мы нашли, я имею в виду не я,
там с моим коллегой. Естественно, это археологи-исследователи, которые много-много лет перед созданием музея все это изучали, и все это находили, а мы только с этим потом работали, создавая экспозицию, опять же вместе с исследователями. Данная витрина рассказывает нам о рыбном промысле. Это фрагменты частей судов, разных частей и разных типов судов, о чем нам говорит два типа шпангоутов, бортовые доски. Мы видим на этих бортовых досках разные отверстия. Почему? Потому что они все были вторично использованы в хозяйстве. Они потом становились элементами заборов, потолков в деревянном строительстве. Из узнаваемых предметов видим весла, видим уключину, которая привязывалась к борту лодки шпагатами. Данная витрина рассказывает нам о рыболовстве. По размеру крючков можно предположить, что примерно было целью их промысла, какого размера. Домашнее хозяйство, хомуты, цепи, подкладные яички для куриц. Сельскохозяйственное орудие, керамика. То есть, керамика, конечно, не вся изготавливалась здесь, потому что керамика всегда являлась предметом торговли. И поэтому она дальше смыкается, эта тема керамики с витриной, относящейся к торговому делу, где опять у нас присутствует набор нумизматический денег, пробирных камней, свинцовых пломб, счетных палочек, бирки счетные точнее. Вот. Здесь шла и своя торговля. И как раз в этом месте, где мы находимся, здесь внизу, и находился рынок. Свое бандарное дело, свое кожевенное дело, специалисты, реставраторы даже собрали из вот этого состояния археологизированной кожи. На самом деле это сумасшедшая работа. Ничего себе. Самое сложное, конечно, это изделие из бересты и лыка. Сохранить эти предметы – это гигантский труд. Они буквально рассыпались в руках, тем более, когда это было извлечено из-под земли, все это было. Очистить это, и чтобы что-то осталось от предмета, было крайне сложно. Ткацкое дело. По поводу ткацкого дела я хочу вернуться опять к теме преемственности вот этих вот построек и преемственности вот этих участков застройки усадеб. Дело в том, что предметы, которые находятся вот на этом полике правом, они все найдены в одном месте, причем в 4 археологических уровнях. Это говорит, что из века в век, из поколения в поколение в этом доме жили те, кто занимался швейным делом. И передавали из поколения в поколение свое это мастерство. Можно полюбоваться, какие там замечательные наперстки, иглы, и даже под номером 17 фигурка богини ткачей. Славянская богиня ткачества, фигурка Макош. Вернемся к красоте. Великолепная ювелирная коллекция здесь нам представлена. Коллекция перстней, пуговиц, православных крестов. Имея такую богатую коллекцию, мы вместе с нашими научными руководителями Института археологии попытались создать образы свияжских жителей на основе исторических гравюр. Вот эти образы взяты были нами, нарисованы, на которые мы нанесли примерно в то пространство, где эти вещи могли находиться, вот эти элементы одежды и их облачения. Когда мы все это сделали, то
в проекте. Сначала все это было реализовано в проекте. Мы с моим коллегой встали перед задачей, а как же дать еще зрителю ощущение живого Свияжска и живых этих преемственностей традиций. И вместе, опять же, с нашим научным корпусом мы придумали вот, выполнить такую анимированную панораму. Позвали шикарных специалистов. На это работал у нас Рашид Сафиуллин, художник, великолепный художник, который, кстати, создавал и вот эту всю декорацию археологического раскопа. Он почти год рисовал все эти персонажи, и потом еще долгое-долгое время художники они воссоздавали по отработанным сценариям все свияжские сюжеты, которые рассказывают о практически всех аспектах жизни острова. Все это воссоздано было по историческим документам, по летописному своду и многим-многим документам, которые были отработаны научными специалистами для нашей работы. На самом деле это не просто художественно-мультипликационное произведение, а за этим еще большой научно-исследовательский труд за созданием этой панорамы. Наверное, все. Шикарно.